Когда Сехибе Сайрамоглу, уйгурка, живущая в Турции, узнала, что ее младший брат был арестован китайской полицией по дороге на свадьбу друга в Восточном Туркестане в июле, она обратилась в социальные сети за помощью. Однако такая ситуация представляла большую опасность. Женщина подвергла риску мести со стороны китайских властей своего 23-летнего брата Куджустана Абдувили и других родственников, проживающих в Восточном Туркестане, придав огласке этот арест. Тем не менее, в конце августа Сайрамоглу опубликовала в Твиттер сообщение о задержании брата. Когда журналисты радио «Свободная Азия» увидели этот пост и связались с ней, Сайрамоглу сказала, что ее семья столкнулась с давлением со стороны китайского правительства и что полиция пригрозила местью за разглашение информации об Абдувили. Но после того, как женщина согласилась на второе интервью с радио «Свободная Азия», Сайрамоглу подтвердила, что ее брат был задержан без законных оснований и переведен в тюрьму Кумол, но с тех пор его родственники ничего о нем не слышали. РФА обзвонила все полицейские участки в Кумоле, чтобы узнать побольше об Абдувили, но никто не ответил. Китай выразил свое недовольство расследованием Европейского Союза в отношении субсидий на импортируемые им электромобили. В заявлении по этому поводу Министерство коммерции Китая утверждало, что решение о расследовании не было основано на достаточных доказательствах и не соответствовало правилам Всемирной торговой организации. В прошлом месяце Еврокомиссия объявила, что начнет расследование о влиянии государственных субсидий производителям электромобилей в Китае на конкуренцию, а официальное уведомление о расследовании было опубликовано в официальном заявлении ЕС 4 октября. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы повестки дня на заседании Международного валдайского клуба в городе Сочи. Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество является важным фактором глобальной стабильности и что Москва будет наращивать сотрудничество с Пекином в сфере безопасности и экономики на фоне конфронтационной политики Запада. Экономисты понизили прогнозы роста Китая на 2023 год до 5%, сославшись на потрясения на рынке жилья и отсутствие эффективных мер стимулирования. В последнем опросе Nikkei и Nikkei Quick News 29 аналитиков понизили свои средние прогнозы по ВВП на 2023 год на 0,5% пункта, а 26 экономистов пересмотрели свой прогноз в сторону понижения по сравнению с предыдущим кварталом. Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, подготовленном Министерством торговли, было принято решение начать окончательную проверку некоторых типов трансмиссионных рычагов, происходящих из Китая, Индии и Вьетнама, по заявке, поданной отечественным производителем Бандукаиш Аше. Бригады Из-ад-Дин Аль-Кассам, вооруженное крыло палестинской организации сопротивления Хамас, объявили о начале комплексной операции под названием «Потоп в Аляксе» против Израиля из блокированного сектора Газа. Армия обороны Израиля Цахал объявила о начале операции «Железные мечи» против операции Хамас «Потоп в Аляксе». Сообщается, что Израиль закрыл въезды и выезды с оккупированного западного берега в Восточный Иерусалим.